Здравствуйте! Как всегда в это время на канале АТР программа «Оккуповані», которая посвящена событиям на оккупированных территориях Украины, которые временно не подконтрольны Киеву. Сегодня мы поговорим, как всегда, в основном о событиях на Донбассе, хотя затронем и события, которые произошли достаточно далеко от Донбасса, тем не менее связаны все-таки с ним. Это вот этот знаменитый погром вагнеровцев в Сирии, о котором уже сегодня, да и везде, я думаю, не только здесь, не только на нашем канале, но и на других каналах много говорили. Начнем мы, тем не менее, с другого события. В Донецке отметили столетие Донецкой Криворожской республики. Я напомню для тех, кто не в курсе, еще в 1918 году на территории Донецкой, Луганской областей, а также там прилегающих территориях, в том числе там Запорожская, Днепропетровская, была когда-то давно коммунистами образована так называемая ДКР, или Донецкая Криворожская республика, в пику Украинской Народной Республики, которая тогда как раз заявила о своей независимости. Но вот эта Донецкая Криворожская республика, которая была, конечно, советской, коммунистической, да, и у нее был, скажем так, она была, в общем-то, провозгласила изначально то, что она является частью России, Советской России. Вот эта Донецкая Криворожская республика просуществовала всего лишь несколько месяцев. Ее достаточно быстро захватили сначала немецкие войска, ну, точнее, скажем так, зачистили, потому что, в общем-то, они толком не вступали ни в какие бои, они ничего не захватывали, они просто пришли. И, соответственно, войны-то как таковой с ними никто не вел. Коммунисты просто отступили, сдали свою Донецко-Криворожскую республику без боя. Тем не менее, сейчас, уже по прошествии стольких лет, донецкие сепаратисты, вот это вот образование, которое толком никто не заметил, которое просуществовало всего несколько месяцев 100 лет назад, они сейчас возвели его в такой некий культ свой локальный и объявили, что вот они являются продолжателями дела своих прадедов, наверное, и прапрадедов, которые когда-то имели отношение к Донецкой Криворожской республике. В Донецке прошли торжества по случаю 100 лет, вы видели фотографии, это Захарченко и, соответственно, все лидеры ДНР, вот они провели такой митинг у памятника основателю ДКР Артему, приносили, как видим, цветы, стояли опять, как всегда, согнанные бюджетники, студенты, которые держали флаги. И, что интересно, в этот раз приехал известный политолог, в прошлом известный, он часто очень появлялся на украинских телеканалах, Владимир Корнилов. Вот на переднем плане самый-самый первый, вы его видите. Он когда-то, ну, в общем-то, он всегда работал откровенно на Россию, возглавлял институт стран СНГ. Это пророссийская организация, работал на партию регионов одно время, потом уехал, эмигрировал вообще из Украины, жил в Европе, не в России, как ни странно, а в той Европе, которую на словах очень не любил. И несмотря на то, что он выражал поддержку ДНР, ЛНР, он как-то не приезжал ранее в Донецк, то есть предпочитал вот это свое детище, которое он пропагандировал, а он пропагандировал как раз Донецкую Криворожскую республику, написал о ней книгу, он пропагандировал такой донецкий сепаратизм, он, несмотря на это, не приехал почему-то в ДНР. Как только образовалась некая, скажем так, непризнанная квазигосударство на месте Донецкой области, Корнилов не пожелал там работать, не пожелал там жить. И вот это единственный такой его публичный визит, когда он приехал отметить столетие ДКР. Интересно еще и обращает на себя внимание выступление Захарченко, который в очередной раз, ну, можно сказать, сделал очередной ляп, выступая в честь вот этой годовщины. Он пообещал в очередной раз, значит, наступать на территорию Украины, захватить украинские регионы, не только там оставшуюся часть Донецкой области, но и, я так понимаю, весь Юго-Восток. Он называл Тавриду, Бессарабию, обещал дойти до Бессарабии. Давайте послушаем этот фрагмент. А еще я хотел добавить. Вы знаете, наши предки нарисовали нам карту. Были перечислены Харьков, Таврида. Ну, мы еще больше расширим. Там еще Бессарабия, наверное, будет нужна. Так вот, предки нарисовали нам карту, и по этой карте мы должны идти. Правильно? И пойдем.
Но достаточно странная речь, потому что, ну, во-первых, ничего нового не сказал. Захарченко уже раньше обещал дойти до Лондона. И всегда вот эти его обещания не вызывали такой смех. Вот именно в лагере сепаратистов, в лагере его, скажем так, конкурентов, которые вроде как с ним по одну сторону баррикады, но при этом не любят самого Захарченко, они всегда насмехались над такими заявлениями и сетовали, что на самом деле Захарченко не может уже несколько лет даже захватить Авдеевку, не говоря уже о Лондоне и каких-то других обширных территориях Украины. Ну а нам же в целом вот это заявление, оно чем может быть интересно? Дело в том, что это в очередной раз, по-моему, доказывает, что на Донбассе идет никакая не оборонительная война, как это декларируют вот эти самые сепаратисты, ополченцы, которые говорят, что мы просто хотим жить спокойно, мирно, тихо, а нас, значит, украинская армия пришла на нашу землю, нас обстреливает и так далее. По-моему, все как раз происходит наоборот, потому что вот эти люди, лидеры этих сепаратистов, они совершенно открыто, как это сделал Захарченко, декларируют свои захватнические планы, то есть наступать там, вплоть до Бессарабии, захватить другие регионы, которые вообще никакого отношения к Донбассу не имеют, ни ментально, ни территориально, никак вообще, и не очень-то жаждет видеть и Захарченко и его подельников на своей территории. То есть, но тем не менее вот звучат такие угрожающие обещания, и это похоже уже прямо вот на классическую военную агрессию, а никак не на оборону, никак не на защиту, значит, своих каких-то ценностей и так далее. Поэтому можно уже, наверное, собрать коллекцию высказываний Захарченко подобных, и не только его, и составить из них вот такой, скажем так, некоторое попурри, которое очень хорошо будет характеризовать, чем же на самом деле являются все эти ребята и все эти движения. Ну а мы сейчас перенесемся уже в Луганскую область и поговорим о том, как живут местные шахтеры. А в Луганской области прошедшая неделя на территории подконтрольной ЛНР ознаменовалась настоящими шахтерскими протестами. Действительно, это уже протесты, можно сказать. Если раньше шахтеры роптали, но не решались выходить вот на какие-то открытые меры, на какие-то открытые выступления, то в Луганской области, в Краснодоне, в Ровеньках мы можем наблюдать сейчас вот даже некие такие, ну, прообразы митинга. Это еще, наверное, не полноценный шахтерский митинг, но это уже вот такая вот акция достаточно массовая, на которую выходят работники. Уже они не стесняются, они не боятся выходить и задавать вопросы своему начальству. Где зарплата, спрашивают люди, их не устраивает, что им не выплачивают деньги. И вот сразу ряд таких акций прошли в городах, в которых сохранилось много шахт, до сих пор работающих. Если в таких городах, как, например, Красный Луч или Перевальск, шахты практически закрыты, в Стаханове, в Брянке, то, например, в Антраците, в Ровеньках, в Краснодоне шахты еще работают. И до войны там местные шахты, они были объединены в такие угольные объединения, называются они Свердлов Антрацит, Ровеньки Антрацит и Краснодон Уголь. Вот этими объединениями владел, ну и по сути контролировал их Ренат Ахметов и его компания ДТЭК. Теперь же, после того, как произошли всем известные события и боевики отжали эти предприятия, и теперь получается, что они их контролируют, сейчас получается, что уже Ахметов не имеет к ним никакого отношения, и управляются эти предприятия компанией Внешторгсервис. Эта компания принадлежит, ну, фактически контролируется, опять же, Курченко, хоть и неофициально, но тем не менее об этом известно. И вот мы можем сейчас увидеть кадры из Краснодона, как люди пришли требовать свою зарплату, потому что вот компания Внешторгсервис уже несколько месяцев им зарплату не выплачивает. В прошлую среду директор сказал, вот вам в пятницу дадут зарплату. Где зарплата? Уже пятница была, уже среда сегодня, среда. У меня грудной ребенок, ему смесь надо покупать. Извините, подвитесь, мне что, ему сказать завтра? Вы каждый день завтраками бляха-муха кормите. Сколько можно? Почему такое обесценивание людей, которые каждый день спускаются в шахту? Добыча идет хорошая. Неизвестно, как он выйдет оттуда или нет. Ничего не влазит. Такой вопрос. Вы хотите, чтобы повторился 2014 год? Да ладно,
Я готов отвечать на ваши вопросы, только без этих эмоций и Да, я без эмоций, я просто спрашиваю. Вы хотите, чтобы повторился 2014? Сколько можно слушать, скажите мне, ваши завтра, дайте мне деньги сейчас, у меня денег нету его покормить на сегодня. На сегодня у меня смеси осталось 2 ложки, где я возьму ему на завтра смесь? Вы говорите, завтра зарплата. Вы такие умные, ваши дети голодные сидят? Нет. Так что ответьте мне, когда зарплата, где? Дайте мне ее прямо сейчас. Ну, я думаю, вы все слышали. Особенно интересная реплика. Вы хотите, чтобы повторился 2014 год. То есть, на самом деле, если проанализировать, то получается очень интересно. Выходит, что люди, которые там работают, они именно недовольство экономической ситуации вот угрожают, скажем так, своим работодателям тем, что фактически могут поднять очередное восстание против уже нынешнего руководства, скажем так. То есть, и очевидно, вот такой намек или такая угроза, она же свидетельствует о том, что и в 2014 году, когда люди вот протестовали, выходили на вот эти митинги сепаратистов, поддерживали лозунги отделения от Украины, присоединения к России и так далее, что они во многом руководствовались, наверное, многие действительно экономическими соображениями. Просто вот они были недовольны своим материальным положением и из-за этого, соответственно, поднимались на вот эти бунты и поддерживали их, принимали в них участие. Ну, естественно, как мы уже видим, радости и счастья и процветания им это не принесло. Экономическая ситуация только ухудшилась, стала еще хуже на этих территориях. И сейчас люди только вот могут выходить, мы видим, и так крик души, да, вот женщина кричит, у нее нечем покормить ребенка, не хватает зарплат, хотя во времена, когда этими предприятиями владел Ахметов, зарплаты там всегда выплачивались вовремя. И в отличие от государственных шахт, это были частные шахты, и там такой проблемы не было. Теперь интересно посмотреть еще один фрагмент, снятый на видео. Что интересно, опять же, надо подчеркнуть, что люди, видимо, уже настолько разозлились и устали от этого безденежья, от этой ситуации, что они не боятся снимать и выкладывать это видео в интернет. То есть люди достаточно осмелели. Если раньше они боялись расправ, то теперь вот, видимо, отчаяние достигло каких-то пиковых уже показателей. И сейчас мы посмотрим видео из Ровеньков, где люди уже не на улице, а встретились в помещении непосредственно шахты с начальством, с руководством Ровеньки Антрацита, который сейчас входит в компанию Внешторгсервис. И люди просили, во-первых, люди возмущались, что компанию забрали у Ахметова, что шахты отобрали у Ахметова, и люди требовали зарплату, тоже жаловались на свое материальное положение. Давайте посмотрим. Вы понимаете, когда вот Ахметов бросил нашу... Не бросил. А что бросил? Его сдвинули. Его Куда сдвинули. Блокаду кто объявил? Да мы не знаем, кто там что. Давайте мы сейчас не в этом будем. Подождите, так а в чем же с ним это? Шахтер никто не спросил, хочет он быть в предприятии Ахметова или он хочет выйти. Правильно. Ну правильно, они сами все порешали, Народная Республика. Да, Все для народа. Нам надо, мы ходим, работаем, да. Нам Что дальше нам гарантируете? чтобы мы шли не то, что мы пришли, поработали, супчика поели и пошли. Я вам могу гарантировать только то, что... Маленькие дети, Я вам нам могу надо гарантировать только то, прекрасно что гарантировали мне. Мне сказали, что январская зарплата будет с 23 по 8 марта. А декабрь? По 8 марта. Завтра конец, Каждый день нам это обещают зарплату. Когда я доложу по поводу поступления средств. Значит, сегодня начисление проходит. Ну, мы видим, что, точнее, слышим, здесь больше слышен такой аудиоряд о том, что люди действительно возмущаются, слышны такие откровенно недовольные возгласы, что вот такая народная республика, что у людей никто не спрашивал, хотят ли они, чтобы их шахтами управлял Ахметов, или они хотят от него уйти, перейти под контроль непосредственно властей ЛНР, да, и это на самом деле очень показательное видео. Чем оно ценно, особенно для нас? Тем, что ведь на самом деле оттуда, вот с тех территорий неподконтрольных, нет практически никакой адекватной статистики по поводу настроений.
Мы не знаем, как люди себя там вообще чувствуют, что они думают, каковы их настроения, насколько эти настроения изменились с 2014 года. То есть разочаровались ли люди вообще вот в этом сепаратизме, разочаровались ли они в России, хотят ли они в Украину вернуться или не хотят, и уже не вернутся никогда и так далее. То есть мы ничего этого не знаем, потому что все, что нам показывает та сторона, мы понимаем, что это все формируется методом фальсификации, что все это просто часть пропагандистской какой-то кампании. Соответственно, доверять каким-то источникам российским или ЛНР, ДНР у нас никакого резона нет. Тут же мы видим непосредственно, как говорится, такие горячие кадры с места событий. То есть здесь все в режиме, можно сказать, лайв. Несмотря на то, что журналисты не могут работать честных, незаангажированных компаний в этой местности, тем не менее люди выступают в роли таких народных репортеров, они все снимают сами на телефон, все сами выкладывают, а мы можем наблюдать это и, соответственно, делать выводы. Так вот, судя по тому, что мы слышим здесь, никакого массового, скажем так, желания людей жить в какой-то народной республике, никакого желания быть и называться ЛНР, там как-то Новороссия и так далее нет, потому что люди явно со скепсисом высказываются о народной республике, и люди явно недовольны своей жизнью. И очевидно, что вот какой-то такой явного такого патриотизма, как нам зачастую пытаются показать, да, вот такого прям желания жить в независимом Донбассе и так далее, вот у людей как-то не наблюдается. По крайней мере, это мы слышим по их возгласам. Мне кажется, что здесь как раз вот повторяется ситуация начала 90-х, когда шахтеры в Донбассе, они очень охотно голосовали за независимость Украины. То есть вряд ли они прониклись украинским патриотизмом в то время, но вот их очень не устраивало экономическое положение в Советском Союзе, они считали, что в независимой Украине им будет лучше. Вероятно, из тех же соображений они в 2014 году поддерживали сепаратистов, но сейчас, как мы видим, разочарование у них накопилось. И можно, опять же, послушать дальше, что там происходило на этом собрании. Там была запись очень длинная, но я нарезал некоторые избранные моменты, потому что там люди жалуются, что им угрожают увольнением, что они не могут, соответственно, высказывать какое-то недовольство, что-то просить. Давайте послушаем. Да что ходят слухи, если на наряде объявляют? Сказал Затухин, что уволят мужей. Как слухи, если на нарядах объявляют начальство? Мы специально по наряду уже разнесли. Это мы вам разнесли. Когда их разнесли? Его уволят, а у него... Они что, большинство не видело? А у нас ничего нет. Она говорит честно, что боятся подпетригать, мы их даже не видели. Только вчера, в третью смену. Ну и тут, опять же, ничего нового нет. Мы знаем уже, что людям постоянно угрожают, которые там живут. Вот в случае каких-то протестов, в лучшем случае действительно увольнением, потому что есть еще и не такие, скажем так, легкие варианты. Есть варианты, когда вас отправляют на подвал и, соответственно, объявляют, что вы являетесь саботажником, украинским шпионом, провокатором и так далее. Поэтому, конечно, протестовать опасно. Очень много можно прочитать сейчас в социальных сетях комментариев от жителей тех регионов, что вот многие увольняются с шахт сейчас, ну и не только с шахт, вообще из других учреждений, недовольны люди уровнем зарплат, недовольны тем, как эти зарплаты выплачиваются, и можно в очередной раз констатировать, что там, к сожалению, идет отрицательный отбор, в том числе и вот специалистов, да, потому что лучшие специалисты, конечно, не будут работать в таких условиях, они попытаются найти себе другую работу. Вот можно опять же послушать фрагмент, где люди говорят о том, в каком затруднительном материальном положении они находятся. Это тоже фрагмент записи с того же заседания, вот с того же общения с шахтеров с начальством в Ровеньках. Вот послушайте, у людей даже нет денег на проезд, вот то, что они говорят. Мы понимаем. Там мы здесь с вами, родная моя, где я живу? Я не здесь живу. Или у меня откуда-то с другого места капает, или я не ем, или что? На самолетах летают в Москву. Кто на самолетах в Москву летает? На чем вы туда ездите? Я в Москве не был еще ни разу, к сожалению. Ну вы говорите, что ездят в Москву постоянно. Знаете, слово «летать» можно интерпретировать по-разному. Понимаете? Ну летать. Мы летаем. Я полетел. Я говорю, я полетел на шахту космонавтов. Я полетел.
Ну, в общем, страсти кипят, и можно только пожелать людям удачи. Дело в том, что ничего оптимистического им на этих собраниях так и не сказали. Людям говорят, что зарплата будет задерживаться, что ее выплатят, но выплатят позже. А люди, соответственно, возмущены и говорят о том, что на самом-то деле они хотят деньги как-то побыстрее, то есть жить-то им не на что. Давайте послушаем. Можно, извините, по поводу студентов. Их сегодня отправляют с Луганска, Шевченко домой на выборы на ноябрь оформляться вот в наш горсполком. Я сказала сыну, не едь, у меня денег нету тебе ехать. Мама, нам на завтра всем дают выходной, чтобы мы на выборы для ноября оформили тут заявление. Срочно надо бумажечки в институт привезти. В понедельник, объясните, я за пирожки ему буду билет покупать. Купите мне его под зарплату. Я напишу заявление, приобретите, я приду завтра заберу билет. На понедельник, на воскресенье, мне все равно. Я не поменяю билет, пирожки, мне водитель не поменяет его. А их всех отправляют, чтобы они на понедельник привезли талончики с горсполкома. Им на завтра дают выходной день. Объясните, как нам с этой ситуацией быть? Тут даже не эта ситуация. Я на работу доехать не могу. Рабочий автобус забрали. И не ходит через А как ездить? Перчатки не за что купить. Мыло уже не за что купить. Мужьям. Купаться в жалобе. Ну, тут остается только в очередной раз сказать, что, к сожалению, было понятно и очевидно, что к этому все придет. Дойдет все именно до такого варианта, потому что будет разваливаться экономика, будут эти предприятия останавливаться. И, к сожалению, наверное, в этих условиях, которые сейчас созданы, как-то обнадежить людей вариантов нет. Увы, то, что можно было предотвратить, наверное, в 2014 году, если говорить о весне, то сейчас, наверное, уже нечем утешить, можно только посоветовать людям эту территорию покидать. Ну а теперь давайте перейдем к теме Сирии, которую уже немного анонсировали. Дело в том, что там на минувшей неделе погибло, судя по всему, много людей, которые ранее воевали в Донбассе на стороне ЛНР и ДНР. 7 февраля в Сирии под обстрел американских войск попали наемники из так называемой ЧВК «Вагнер». Это частная военная компания, как говорится, скажем так, ну, есть такое выражение. Дело в том, что просто это на самом деле не частная военная компания. Вот это не классическая ЧВК, то есть это такой скорее собирательный образ, это некие люди, которые воюют за деньги, воюют в Сирии, они туда ездят всякими, скажем так, окольными путями, потому что они оформляются, судя по тому, что пишут в социальных сетях, вот те, кто их знает, они оформляются как какие-то техники, инженеры, то есть люди гражданских профессий на самом деле. Ну а там они вступают в некие парамилитарные формирования и воюют. По законам России частные военные компании существовать и свою деятельность в России осуществлять, соответственно, не могут. Поэтому мы не говорим о классической ЧВК. Но тем не менее, вот эти наемники из парамилитарных отрядов попали под обстрел, и, судя по тем данным, которые у нас имеются, погибли около 200 человек, возможно и больше, потому что цифры называют Игорь Стрелков, цифры называют другие боевики, которые ранее воевали, скажем так, были сослуживцами вот этих погибших людей, они их знали, они знали, что эти люди поехали в Сирию, и они передают информацию от них. Поэтому, соответственно, мы можем только, скажем так, доверять или не доверять этой информации, но уже мы не знаем точно количество потерь, но уже поступили подтверждения по некоторым отдельным лицам, которые уже идентифицированы, установлены, кто именно погиб. Удалось найти их профили в социальных сетях, удалось найти о них информацию в сети. И эти люди, как правило, все, которые вот на сегодняшний момент установлены, их 7 человек, все они прошли войну на Донбассе. То есть, получается, вырисовывается крайне любопытная ситуация. Оказывается, в Сирии и на Донбассе воюют одни и те же люди. Чем это для нас особенно интересно? Почему это интересно нам в Украине? Потому что ведь Россия не признает свое участие в войне на Донбассе, но при этом Россия признает свое участие в войне в Сирии. Россия не отрицает, что в Сирии она ведет войну, выступает на стороне сил Башара Асада. Таким образом,
можно сделать отсюда нехитрый вывод, что раз и там одни и те же люди, то, соответственно, в Донбассе Россия тоже есть. Если эти ребята воюют за Россию и погибают в Сирии, то, соответственно, если они воюют в Донбассе, то и там они оказались тем же путем. Все погибшие, о которых на данный момент известно, граждане Российской Федерации, что, опять же, скажем так, опровергает вот эту версию о том, что в Украине идет гражданская война, которую Россия активно муссирует. Ведь если такое количество наемников, воюющих в Сирии, граждан России, воевало здесь, на Донбассе, то это говорит о том, что, наверное, тон задают в наших боевых действиях не граждане Украины, что без вот этих огромных полчищ российских наемников, которые воюют, на самом-то деле война бы, наверное, и закончилась давно. То есть без вот этих сил никакие, конечно, ЛНР, ДНР существовать бы не смогли, и сопротивляться, соответственно, тоже не смогли. Вот стало известно, по крайней мере, вот появилось видео, точнее, об одном человеке, который сам в своем интервью упоминал о том, как он воевал в Украине, и даже хвастался тем, как он, значит, убивал укропов, в кавычках, да, выражаясь его языком. Это активист партии «Другая Россия» Кирилл Ананьев. Нашлось вот это интервью с ним. Давайте посмотрим этот фрагмент. Акция прямого действия. А вот сейчас, допустим, то есть ту реальность, которую сейчас власть создала, это просто невероятно. Там отдать там год-два за какое-нибудь там размахивание флагом, Господи помилуй. Да там, то есть, условно говоря, операция может быть не операция, а просто решение задачи себе сам нарисовал, прикинул, там блокпост, пьяные укропы, никого нету, вроде чистенько, или какая-нибудь позиция, да, тоже там не откопались. И ты можешь убивать людей, врагов, да, и ты можешь рассчитать так, чтобы это было безопасно для тебя и для твоих пацанов. Ну, вот такая ирония судьбы. Считал человек, что безопасно убивать, но оказалось, что нет, и в итоге убили его самого. Наверное, потому что все-таки война в Донбассе и Сирии отличается. Если в Донбассе все эти люди прячутся, как правило, за спинами мирных жителей, окапываются вот в населенных пунктах, прячутся за домами, то в Сирии, оказавшись в пустыне, оказавшись без прикрытия соответствующего, как мы видим, конец оказался этих всех людей довольно печальным. Другой наемник, которого удалось идентифицировать, он родом из Урала, из города Азбест Свердловской области, и у него уже даже успели побывать дома местные журналисты уральские, которые записали небольшое видео с его женой. Такое интервью, вот можно тоже послушать комментарии, что она говорит обо всем этом. Я бы хотела, чтобы, во-первых, о моем муже узнали все. Не только о моем муже, вообще пацаны, которые там погибли, вот так вот просто тупо, дико как-то это все. Куда их послали, почему, и вообще никакой у них даже защиты не было. Просто их как свиней отправили на бой. И чтобы правительство так как-то отомстило, я не знаю, чтобы пацаны-то память как-то это все это было, чтобы женам было не обидно за своих мужей, я не знаю, чтобы дети гордились своими детьми. Странное пожелание. Казалось бы, наверное, должна была эта история хоть чему-то научить, но вот женщина хочет, чтобы отомстили. А там непонятно за что, правда, потому что в Сирию как бы никто, наверное, насильно ехать все-таки не заставлял этих наемников. Сирия — это не территория России, и там россиянам, соответственно, делать нечего. Они там явно не защищают русский язык, какие-то свои права и свою историю, поэтому непонятно за что мстить. Но, тем не менее, вот людьми движет, наверное, такие рациональные совершенно эмоции. Ведь, наверное, понятно, что если кто-то поедет туда мстить, то весьма вероятно, что и его постигнет такая же участь. Таким образом, новые жертвы тоже будут неизбежны. Ну и тут еще хотелось бы упомянуть о российском писателе по имени Захар Прилепин, который, как известно, занимается пропагандой на Донбассе, часто приезжает туда. У него там есть такой батальон, который в основном занимается тем, что позирует перед телекамерами, играет такую пиар-функцию. И вот Захар Прилепин в Донбассе, оказывается, сталкивался с одним из людей, который погиб в Сирии. Он подтвердил, что да, этот человек по имени Станислав Игорь Касатуров, он
воевал действительно в Донбассе, воевал потом в Сирии, там погиб. И Захар Прилепин написал, что мне очень понравился вот этот момент, что у нас многие из Донбасса уезжают в Сирию, потом возвращаются, снова служат здесь, обычное дело. В том числе и потому, что, вопреки расхожим мифам, платят здесь сущие копейки. Зарплата 15-16 тысяч, в Сирии больше. Что интересно, ну, получается, что вот этот пост, он ведь, по сути, перечеркивает все, о чем до этого говорилось, да, что якобы война идет за какие-то благие цели, что это все не за деньги, что это все за идеалы, за защиту русского населения от фашистов и так далее. Но по факту-то мы, получается, видим, что едут туда, где больше платят. На Донбассе заплатили меньше, какие-то копейки, как они говорят, а значит, в Сирии больше, можно поехать в Сирию. То есть получается, что, ну, если бы здесь, наверное, были какие-то кровожадные фашисты, действительно убивали жителей Донбасса, то, наверное, ну, не стоило бы отлучаться и уезжать куда-то в Сирию, непонятно за что воевать. Значит, следовательно, дело-то вовсе не в защите каких-то идеалов, а дело просто в том, кто заплатит больше. Не знаю, кто надоумил Захара Прилепина написать этот пост и зачем он это сделал, но выглядит это просто как, ну, такое сознательное или несознательное перечеркивание всего, о чем до этого так много лет эти все люди говорили в своих пропагандистских каких-то сюжетах, фильмах, статьях и так далее. Но однозначно мы будем следить тоже за тем, как развивается ситуация. Очевидно, станут известны фамилии других людей, станет понятно, сколько человек погибло, действительно ли все они воевали в Донбассе, и, очевидно, мы дальше сможем узнать о той роли, которую они играли в военных действиях как раз на востоке Украины. Ну, а мы еще сегодня успеем поговорить о, скажем так, еще одной интересной истории. Это как раз касается пропаганды, как недостроенный центр для беженцев в Ждановке, в Донецкой области, пытаются выдать сейчас за секретные тюрьмы СБУ. Предыстория вот этой ситуации, она вообще такова. Когда-то, еще в 2011 году, когда президентом был Янукович, в Донецкой области решили построить центр для нелегальных мигрантов. Ну вот так получается, что через Украину в Европу, например, едут какие-то нелегальные мигранты, их тут ловят, и для того, чтобы их там временно содержать, нужна некая площадка, некий центр. Вот на востоке Украины такой центр решили построить в городе Ждановка, это рядом с Янакиево, такой маленький шахтерский поселок, и его к началу войны уже практически успели построить. Его строили там в 2012-2013 году, и вот к 2014 он был практически готов. Казалось бы, ну, всем это очевидно, да, что строили это задолго до войны, строил Янукович, но тем не менее в годы уже военных действий, во время военных действий, эта вся история поросла такими ужасными подробностями. Этот центр для нелегальных мигрантов местное население стало выдавать за секретную тюрьму СБУ, которую якобы строили для того, чтобы вот загнать в этот концлагерь местных русскоговорящих жителей. Вот якобы это такие коварные планы фашистов были. Ну, каким образом, почему-то его строил Янукович, в этом случае непонятно, но никто этим, как говорится, и не заморачивался. И вот давайте посмотрим ролик, который на днях появился. Какая-то женщина, которая по-прежнему в это все верит, что это секретная тюрьма СБУ, пришла на территорию этого недостроенного центра для мигрантов и снимала его. Вот можно послушать просто тоже, чтобы понять, что в головах у людей, которые там живут. Мы находимся в Ждановке, возле Янакиева. Было построено эти сооружения в 2013 году начато, в 2014 закончено. Финансирование проводилось Евросоюзом, якобы для затримания беженцев. Значит, во время военных действий в 2014 году здесь обитали ВСУшники. Значит, подрядчики были турки, даже не доверяли строительство местным людям. Значит, мы предполагаем, население местное, что это тюрьмы как бы для нас строились. По непроверенным данным, еще есть такие сооружения в Николаевской области и в Днепропетровской, в Павлограде. Все было готово, даже высажены цветы в 2014 году, перед входом в ВСУ сюда. Выключи. А надо сюда.
Ходи вот вдоль забора, ага. Вдоль забора. И покажи, как рядышком, где-то в поле, а рядышком с жилыми домами. Чтобы ты пошла. Никто, блядь, не сбежал, понял? Ну, совершенно интересная история, она вот такая, может быть, пустяковая, но с другой стороны, это вот классный эксперимент, который, вот такой штришок, который показывает настроение, да, в том числе и почему люди, вот многие поддерживали сепаратистов в 2014 году. Кто-то занес этот вирус информационный, стал распространять эту байку, что якобы построили концлагерь СБУ для местного населения, и люди до сих пор, даже спустя столько лет, абсолютно, скажем так, незамутненно в это верят, несмотря на то, что сами же говорят, что начал строить эти постройки еще Янукович, и, соответственно, ну никак не мог он предвидеть, что его свергнут, что придут, значит, украинские войска на территорию Донбасса и будут там с кем-то воевать. Поэтому, конечно, история, с одной стороны, безумная, а с другой стороны, очень показательная. И вот она демонстрирует, как подобного рода вирусы укореняются в массовом сознании. Ну, а мы сегодня еще успеем посвятить, скажем так, вскользь упомянуть о состоянии мобильной связи, да, об отсутствии мобильной связи на этой территории ДНР. Как мы уже неоднократно об этом говорили, эта тема важная. Поэтому сейчас давайте посмотрим, вот, что Захарченко сказал во время своей пресс-конференции. Интересный момент, он заявил, что фактически, наверное, не стоит ждать возвращения МТС. Мы не отключали. И еще, кстати, это отключение позволило, на самом деле, сказать Водафону: мы не можем бесплатно вам давать электроэнергию. Вы должны здесь платить налоги. Мы не против, мы до самого последнего момента бесплатно обеспечивали электроэнергией весь Водафон, для того, чтобы это была связь. Они собирали свои деньги, они не попадали в бюджет Донецкой Народной Республики и уходили на территорию Украины. Украина — это враг. Сделаем свою, пожалуйста. А к населению хочу обратиться. Уже Феникс существует не один месяц и не один день. Всем было давно понятно, что на самом деле рано или поздно это произойдет. И я считаю, что нужно было бы потихоньку покупать эти карточки. Тогда не было бы ажиотажа, который сейчас происходит. А так сейчас еще раз обращаюсь. Покупайте карточки Феникса. Да, сейчас есть очереди, они будут еще какое-то время. Но в конце концов вся связь, вы должны просто понимать, что связь Феникс — это государственная. А Украина может в любой момент такой чик, тумблер и выключить. Покупайте эти карточки Феникса. Связь будет хорошая. Ну, такой, скажем так, да, недвусмысленный намек. Покупаете карточки Феникса, вот этого оператора ДНР, и, соответственно, людям не дают никакой надежды, что связь МТС будет восстановлена. Наверное, понятно, что восстановлена она уже, пока там находится Захарченко, его подельники, не будет. Ну, а им остается только считать прибыли от продажи карточек. Недаром они их так рекламируют, ведь для них это прибыльный бизнес. К сожалению, на сегодня у нас уже время подошло к концу. Как всегда, очень много всего происходит там в Донбассе и в Крыму, но мы просто физически не успеем все эти события обсудить, поэтому коснулись только самого основного, самых важных и горячих тем. Ровно через неделю, в среду, в это же время, мы, как всегда, обсудим все, что произойдет до следующей среды, соответственно, и все, что, скажем так, о чем не расскажут СМИ в Донецке и Луганске. Ну а пока я говорю вам спокойной ночи.